начала этого года наблюдается значительное увеличение объема угольной энергии, импортируемой Китаем из Восточного Туркестана. Согласно информации китайских СМИ, это увеличение отражается не только в объеме электроэнергии, передаваемой с угольных электростанций в уйгурском регионе в рамках проекта передачи с запада на восток, но и в объеме сырого угля, перевозимого по железной дороге. Согласно сообщению Танрытаак от 4 апреля, за первые 2 месяца этого года объем электроэнергии, отправленной из уйгурского региона в другие провинции Китая, превысил 18 миллиардов киловатт, а ежедневно в рамках этого процесса продавалось в среднем 304 миллиона киловатт электроэнергии. Согласно новостям, около четверти от общего объема электроэнергии, отправляемой в другие провинции Китая, приходится на возобновляемые источники энергии. Согласно данным китайской таможни, в первом квартале этого года экспорт из уйгурского автономного района в Европейский Союз увеличился на 217% по сравнению с прошлым годом. В январе-феврале 2024 года общая стоимость экспорта из Восточного Туркестана в ЕС достигла 312 миллионов долларов, что значительно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди товаров, поставляемых на рынок ЕС, выделяются литий-ионные батареи, томатный соус и другие недорогие продукты. Однако, по некоторым международным данным, при производстве этой продукции используется принудительный труд, что вызывает озабоченность с этической точки зрения, несмотря на увеличение объемов экспорта. Китай предоставляет России спутниковые снимки для атак на украинские объекты. Согласно сообщению «Украинской правды» от 7 апреля со ссылкой на американское агентство Bloomberg, Китай увеличил помощь России для атак на Украину. Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронные чипы и станки для танков. Кроме того, помощь Китая включает в себя оптику, ракетное топливо и расширение сотрудничества в космической сфере. В 2023 году было отмечено, что товарооборот между двумя странами достиг рекордного уровня в 240 миллиардов долларов США. Россия также увеличила экспорт в Китай таких товаров, как уголь и нефть. В ходе визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай две страны объявили о запуске новых совместных инициатив, направленных на сбалансированный рост национальной и мировой экономики и сотрудничество в борьбе с черными деньгами. Согласно заявлению Министерства финансов США, Йеллен встретилась с вице-премьером по экономическим вопросам Хи Лифингом в Гуанчжоу в центре провинции Гуандун на юге Китая. После двухдневных контактов представители двух стран объявили о создании двух инициатив между США и Китаем: диалог для сбалансированного роста национальной и глобальной экономик и сотрудничество и диалог по борьбе с отмыванием денег. Министр иностранных дел России Сергей Лавров завтра отправляется в Пекин для переговоров со своим китайским коллегой Ван И. В ходе двухдневной встречи Лавров и Ван, как ожидается, обсудят войну на Украине и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также вопросы международного сотрудничества.